Доступная среда. В Центре народной культуры и досуга начался ремонт. Нет наркотикам. Профилактика наркомании устами детей. Обо всем этом более подробно. Вы смотрите выпуск новостей. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. В Сибайском институте состоялась трехсторонняя встреча в формате круглого стола с участием руководства института и преподавателей экономического факультета, сотрудников Сибайского филиала Института стратегических исследований Республики Башкортостан и главы администрации муниципального района Зианчуринский район Альфарисом Байчуриным. Все подробности смотрите далее. Учебное заведение активно сотрудничает с районами Башкирского Зауралья по разным аспектам жизни региона. Участвует в разработке среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья. Конкретно с Зианчуринским районом есть опыт совместной работы по проектам кредитной кооперации и развития овцеводства. Сплав науки и практики дает хорошие результаты, отметили участники круглого стола. У нас давнишние наши именно рабочие такие связи. Мы еще с институтом сотрудничаем с 2011 года. Мы совместно с институтом разработали две муниципальные программы, одна из которых сегодня уже успешно реализовывается. Это, может быть, там слышали, именно создание овцеводского кластера именно на базе МУСПМЭК Зианчуринского района. Сегодня этот проект мы реализовываем и еще дальше его продолжаем развивать. Сегодня именно мы нуждаемся еще и в помощи, именно как ученых, в теории, потому что сегодня создание кооперативов прежде всего предусматривает разъяснение населению именно и юридической основой создания, и выгодности, и его приоритетности. Поэтому здесь, конечно, я считаю, что нужна именно помощь наших ученых. Башкирское Зауралье считается сельскохозяйственным регионом. Коллективных хозяйств здесь осталось очень мало, а для жителей сельских поселений основным источником дохода являются личные и подсобные хозяйства. Поэтому кооперативы нужны прежде всего для того, чтобы у селян были занятость и дополнительные доходы, отметил глава администрации Зианчуринского района Альфарис Байчурин. Наиболее целесообразными и востребованными видами кооперации в районе являются животноводство, растениеводство, организация закупа молока и его сбыт. Сегодня большая часть населения ведут индивидуальное личное подсобное хозяйство, и здесь появляются отдельные проблемы, вопросы, касающиеся это сбыта продукции, это цены продукции, это и качества продукции. Поэтому объединение именно мелких товаропроизводителей, единый кооператив, даст возможность именно решить эти наболевшие проблемы. В первую очередь, конечно, по реализации по выгодным ценам. Конечно, прежде всего, мы сельский район, поэтому у нас они будут сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Ну и я думаю, что при этом мы предусматриваем варианты сельскохозяйственных производственных кооперативов. То есть оба варианта, они у нас будут работать. Круглый стол – это прежде всего площадка для обмена положительным опытом. Руководитель потребительского кооператива «Буранбай» из Баймакского района Фердаус Алтынбаева, пожалуй, одна из первых в районе поняла об эффективности объединения сельхозпроизводителей в кооперативы. Колхозов, совхозов сейчас не стало, будем говорить, более крупная организация, а на местах создавались маленькие крестьянские фермерные хозяйства. И в нынешний этот кризисный этот период, я думаю, необходимо фермерским хозяйствам выживать самому тяжело, и необходимо их объединять. Это именно в сельском хозяйстве. Почему? Потому что если одно небольшое крестьянское фермерское хозяйство не в состоянии, например, купить комбайн, а можно было объединиться, вообще купить один комбайн, трактор и вместе сеять. Я являюсь руководителем потребительского кооператива «Буранбай», который создан был еще в 2012 году. В 2015 году получили грант. Работа с самого начала, я бы не сказал, что была тяжелая. Но, тем не менее, кое-какие успехи есть. Если в самом начале кооператив был, членами кооператива являлись 5 физических лиц, то далее к нам вошли также 10 крестьянских фермерских хозяйств и более 30 личные подсобные хозяйства. Не секрет, что российское село сегодня переживает не лучшие времена, и в данном случае сельхозкооперация может стать одним из локомотивов для развития агропромышленного комплекса. Данная идея поддерживается и главой республики. Недавно в одном из интервью Рустем Хамитов рассказал о перспективах развития кооперативного движения в регионе.
По его словам, в настоящее время кооперация является мировым трендом. Глава региона отметил, что ее развитие в агропромышленном комплексе позволит создать новые рабочие места и нормализовать ситуацию на селе. Ну а Сибайский институт будет оказывать консультативную помощь в составлении бизнес-проектов, в оформлении документов на грантовую поддержку, а также ведении разъяснительной работы среди жителей района на тему сельхозкооперации. А в Институте региональных исследований создан специальный отдел по взаимодействию с местными муниципалитетами. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Формирование безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп граждан – одна из приоритетных задач государства. В Сибае этому направлению уделяют особое внимание. В данный момент полным ходом в рамках программы «Доступная среда» идет капитальный ремонт в здании Центра народной культуры и досуга. Подробности в сюжете нашей съемочной группы. Театры, музеи, киноконцертные залы, а также любые другие объекты культурного значения должны быть доступны всем людям, вне зависимости от их физических возможностей. Данная категория учреждений предусматривается программой «Доступная среда» и обязывает руководство этих объектов адаптировать инфраструктуру зданий и территорий. Такие меры необходимы для доступа людей, имеющих проблемы со зрением, слухом или испытывающих трудности в передвижении. В Центре народной культуры и досуга идет активное освоение средств, направленных на адаптацию города к требованиям федеральной программы «Доступная среда». Помимо федерального, на создание доступной среды предусмотрено финансирование из городского и регионального бюджетов. Центр народной культуры и досуга в этом году принял участие в программе «Доступная среда». Мы подали документы на эту программу, и спасибо всем, мы выиграли эту программу. Нам требуется ремонт входной группы, установка пандусов, санузла, ремонт актового зала с откидным пандусом на сцену, индукционной системы, световых табло и табличек с азбукой Брайля и прочие ремонтные работы в соответствии с нормативом. В сентябре мы получили экспертное заключение Республики Башкортостан. Подрядчиками являются общество с ограниченной ответственностью «Сириус» города Магнитогорска. Сегодня работа начата, все дверные проемы расширены. Мы ждем сейчас дверей, заказаны уже. Санузел у нас делается. Работа полностью идет своим ходом. Мы планируем закончить ремонт в конце декабря. В ближайшее время обновленный и доступный для всех категорий граждан Центр народной культуры и досуга сможет привлечь большее количество горожан, чтобы сделать их досуг более содержательным и полезным. Ирина Рибуркина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Сегодня на учете в наркологическом отделении Центральной городской больницы состоят 5 подростков. Если в прошлом году наркозависимых несовершеннолетних было 3, то в 2015 году состоящих на учете подростков не было. С чем связан такой печальный рост и как вылечить зависимость? Ответ на эти вопросы очевиден. Значимую роль играет профилактика пагубного явления. Этим и занимаются сегодня все ответственные структуры, начиная отделами администрации города, заканчивая средними и общеобразовательными учебными заведениями. Как заболевание наркомания получило широкое распространение в XVIII веке. В России эта беда пришла в XIX – начале XX века. По словам специалистов, наркоманом может стать любой. Надежда на то, что «я сильный, попробую и больше не буду», не оправдывается. Никто не начинает употреблять наркотики, чтобы стать наркоманом. Все начинается с первой пробы. Достаточно 1-3 доз, чтобы сформировалась психическая зависимость. Затем и физическая. Организм наркомана изнашивается за несколько лет. Большинство, которые стоят подростки на учете, употребляют новые наркотики, это соль, называют их в народе, скорость называют, потому что они действуют очень, скорость действия привыкания очень большая. С одной дозы можно получить тягу и зависимость на всю жизнь. И также употребляют подростки спайсы. Но они чем очень опасно, они химия, синтетика, это очень такие новые наркотики, это синтетическим путем делается, химическим путем, и они очень губительно действуют на организм, в первую очередь разрушают клетки головного мозга и весь организм. И большинство у нас, которые умирают, это наркоманов, они истощение организма, это разрушается печень, все наши органы.
Представление, которое подготовили учителя и учащиеся 12-й школы, демонстрирует весь ужас, с которым сталкивается семья наркозависимого подростка. По словам актеров, главным было показать жизнь, заставить юного зрителя задуматься, а мог ли быть другой финал? Можно ли было спасти Романа, как вести себя, если у тебя друг наркоман? Также актеры хотели показать трагедию матери, чьи дети стали наркоманами. Они надеются, что это представление послужит уроком всем, кто легкомысленно относится к наркотикам, не считаясь с опасностью, которая от них исходит. Несмотря на то, что у ребят сегодня был дебют, они добросовестно подошли к спектаклю. В учебных заведениях подобные мероприятия, направленные на профилактику наркомании и других пагубных явлений, будут продолжаться. Но какой бы ни была благополучная семья, никто не застрахован от этой беды. Поэтому родители должны быть всегда в курсе жизни своего ребенка и в случае первых признаков появления недуга своевременно принимать необходимые меры. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Расхидина, телекомпания СТВ. Осенний рост цен, не характерный для текущего периода, застал врасплох автовладельцев, которые ежедневно пополняют содержимое топливного бака. Несмотря на это, большинство городских водителей не собираются заправлять автомобиль в меньшем объеме. Ну также заправляемся, меньше ездим. Вот сейчас собрался к дочери в Магнитку, придется заправиться и ехать. Да никак не отреагирую, так же заправляемся. А ездить-то надо, работать надо. Объективных причин для подорожания бензина в России на сегодняшний день нет. Рост цен на него вызвали рыночные спекуляции. Об этом в среду, 15 ноября, заявили в Управлении регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы. В октябре стоимость топлива в оптовом звене и на заправках выросла на 5-10% по сравнению с августом. Федеральная антимонопольная служба поручила ключевым нефтекомпаниям увеличить биржевые поставки в ноябре и в декабре. К сожалению, рост оптовых цен, существенно опережающий рост розничных, не дает возможности снизить цены. В следующем году очередное повышение акцизов ожидается двухразовое с 1 января и с 1 июля. Уточним, что в качестве ориентира для розничных расценок на автозаправочных станциях выступает оптовая цена топлива, формируемая на бирже. С целью не допустить ее повышения, специалисты Федеральной антимонопольной службы совместными усилиями с коллегами из Минэнерго Российской Федерации осуществляют регулирование уровня реализации сырья в рамках биржи. Это все на сегодняшний день. Детские новости далее. Я с вами прощаюсь и желаю удачи. До завтра.